сейчас мир переполнен гордыней, да? И мы превратили духотворчество, понятие духотворчества апсура в понятие апсуара, абхазства. Наверное, баллада, лирика героическая. Симфонии невозможно назвать, и, может быть, из-за масштабов, вот, но все-таки какая-то глубина присутствует, естественно, не какая-то, а очень серьезная, даже Сухум со своей древней историей, со своей древней культурой, архитектурой, не столь древней, но все-таки, вот, и люди, все это вместе, если говорить музыкальным языком, и жанр какой-то, да, мне кажется, что это, естественно, не вальс и не песенка какая-нибудь, ну, наверное, вот баллада более серьезная. Ну и небольшого масштаба, скажем. Да, я имя, кстати, узнавал тоже в консерваторские годы, еще в Москве. У меня товарищем по комнате был араб из Алжира. Он мне тоже сказал вот такое, еще, что это означает солнцелики, там вот что-то такое. А вот насчет исключительности, я могу себя считать исключительным только в том плане, что каждый человек исключителен. Никто не повторяется, потому что природа не настолько глупа, чтобы два раза копировать одно и то же. Насколько известно, здесь была женщина, овдовевшая, имевшая 3 сыновей. Вот, она, когда выходила второй раз, она забрала младшего сына, он стал Айба. Другой сын ушел отдельно жить. Он взял фамилию Цанба, то есть который ушел, и Цаз. И человек, который остался там, в имении, скажем, в родовом имении отца, Чанба, это человек, который остался там. Вот это, мне кажется, более правдоподобно. То есть Цанба, Чанба и Айба мы братья. Родители мои были крестьянами, жили в деревне, я тоже школу закончил в деревне. Ну, музыкальную школу я в Гудауте закончил в городе одновременно. Мои родители, ну как у каждого, они тоже были исключительные. И самое главное, что они мне дали, это правильное понимание жизни, для чего дана жизнь и как надо жить. Вот эти все установки, ну, естественно, дальше я сам двигался, но начальная вот платформа была дана правильная. И поэтому, наверное, я стал таким, каким я стал. У нас было 7 человек, я был 7-й, самый младший. И вот эта любовь
родителей, любовь моих братьев, сестер. И у нас очень была всегда дружная семья. Мы и до сих пор, естественно, родителей уже нет, к сожалению, но мы очень дружные. И вот то, что заложили наши родители, мы несем до сих пор и передаем уже, ну, как бы в своих семьях культивируем вот это все, потому что это на самом деле очень важно. Я вырос на море, вот, и, естественно, мы каждый день ходили на море летом и так далее. Ну вот я помню, моя мама в огороде что-то делает, да, я подхожу и говорю, ну, ребенок, мама, можно я пойду с ребятами на море? Мама мне, не переставая работать, естественно, вот, и говорит мне, сейчас очень жарко, вечером пойдешь со старшими, с братьями и сестрами, да? Ну, я второй раз, ну, можно, мама, потому что я хочу вот. А она мне говорит, ну, если ты меня не слушаешь, зачем ты меня второй раз спрашиваешь? Вот это я помню. Этого было достаточно, чтобы я повернулся, то есть, чтобы я понял. Я никогда не помню, чтобы родители кричали, вот, ну, наверное, я не заставлял, и более того, у них не было, наверное, и привычки кричать. Я не помню вот такого. Жизнь она же многообразная, естественно, в Москве очень много разного. Вот. Но как-то у меня и друзья были, которые вот сразу появились, друзья, которые интересовались выставками. Я помню, что мы ходили на все выставки, там, шедевры Прадо или лондонские, там, британский музей, королевский, или из Рима что-то привозили, то есть кинофестивали, да, которые происходили. Мы все время были там. Вот. И это не просто там пришли, один фильм посмотрели, нет, мы смотрели все фильмы, мы анализировали, ну, то, что касается концертов, там, скажем, в Большом зале или в зале Чайковского, это естественно, мы все посещали любым путем. Мы даже когда концерты аншлаговые, когда вообще не было билетов, и люди сутками стояли на морозе, чтобы просто попасть. Ну, мы, студенты, молодые люди, конечно, находили все возможности, но нам надо было послушать, допустим, Мравинского любым путем. И мы это делали, конечно. Музыка, конечно, отличается прежде всего ладами, которые использовались в народной музыке и которые не всегда встречаются, скажем, в классической музыке, да? Но предназначение, оно, опять-таки, то, что я говорил, гармонизовать человека, что хорал Баха, что абхазская народная песня, городская жизнь, да, там, где много шума, влияют на человека, а вибрация, естественно, разрушительную роль играет. И вот как медицина, медицинское средство, мы должны иметь музыку. Она изначально, как я говорил, для этого и создавалась. А в абхазской музыке вообще есть конкретный жанр, скажем, или целый цикл песен, песни ранения, которые излечивали, да? Ну, правда, там не только песни ранения, там много и других песен, которые сопровождали жизнь человека для того, чтобы в этой жизни ему стало чуть-чуть легче, то есть, ну, вылечиться, скажем, от этих проблем, которые жизнь ставит. И поэтому в свое время я нашел песенку, которая
песенку, я так говорю, песенку в смысле масштаба, в размер, очень маленькая, там период, там 8 тактов, да, 8 по 8, 16 тактов, скажем. И я увидел в этой песне просто какой-то огромный мир, вообще бездонный мир. Казалось бы, вот после си-минорной мессы Баха или там 9-й симфонии Бетховена, дирижер классического плана, что мог увидеть в этих народные песни, там, которые диапазон, скажем, секста или септима. А если подойти вот с точки зрения мира, там на самом деле это огромный мир. Все, что касается апсора, да, у нас неправильное понимание самого слова, неправильное произношение и транскрипция вот этого слова, потому что поскольку вообще сейчас мир переполнен гордыней, да, и мы превратили духотворчество, понятие духотворчества апсора в понятие апсуара, абхазства. Ну, давайте немножко логически порассуждаем. Наша страна называется Апсна, страна души или страна Абхаза? Прежде всего, страна души. Правильно? В этой стране души Апсуа – это человек души. Правильно? Вот этот человек души в стране души занимается абхазством или все-таки творчеством своей души, развитием своей души? Для этого, очевидно, как мы говорим по легенде красивой, Бог дал землю абхазам, чтобы он здесь развивал душу свою, одним словом, духотворчеством занимался, но не просто апсура, а то, что мы говорим, вот традиции наши сесть, встать, старшего встретить и так далее, это не является исключительным созданием, творением абхазского народа. Я очень много лет жил, в 16,5 лет жил в Сеуле, в Корее, где больше стоя приветствует старшего человека, чем в Абхазии. Там это культ просто. И вообще отношение к старшим. Я по своим студентам помню. Это нескончаемое уважение старшего человека. К сожалению, у нас такого уровня нету. Значит, это не абхазство. Это просто этикет такой принятый, да, это очень важно. Но абхазство или духотворчество, да, светским языком говорите, да, в смешении скажем, с более эзотерическим, может быть, это культура. Вот это апсора, что мы называем, на другом языке это звучит культура, это всеобъемлющее понятие. Это наднациональное понятие, понимаете? Это человек, апсурой, человечество вообще должно заниматься. И ценность вот этого нашего апсура именно в том, что и у нашего народа есть общечеловеческие ценности, которые наш народ культивировал все вот эти тысячелетия своего развития, не утерял и донес до сегодняшних дней и передал нам. И у нас руки должны быть чистыми, у нас души должны быть чистыми, чтобы мы поняли это и дальше дали жизнь.
Ну, дирижерскую палочку каждый должен подобрать себе. Они выглядят как палочка, но они разные. Они, во-первых, по размеру разные, они по весу разные, соответственно, и поэтому каждый дирижер должен выбрать то, что ему удобно. Ну, дирижерская палочка возникла, да, поздно возникла. Дело в том, что в ней не было потребности до этого, потому что не было оркестров. Не было бы оркестра, не было палочки, потому что когда были маленькие ансамбли там, или квартеты, странно было бы дирижировать, да? Вот. И потом уже, когда появились оркестры, просто когда были большие, как продолжение руки, чтобы было удобно оркестрантам, была придумана палочка, да? Но сейчас многие отказываются даже для больших оркестров дирижерской палочки. Я тоже очень часто отказываюсь, особенно когда идет кантиленная музыка, медленная музыка, да? Палочка, она как-то мешает. И вот. Я вообще чаще всего сейчас отказываюсь от палочки, потому что руками, пальцами легче лепить музыку. Есть оркестры, которые играют и без дирижеров. Если даже на сцене нету дирижера, скажем, Gewandhauser оркестр играет такие, но все равно подготовительный процесс, скажем, симфонию, чтобы там 100 человек оркестра, они сели и сыграли. Это нереально, это невозможно, потому что все 100 человек, они же все по-разному чувствуют, там, фразы и так далее. То есть нужен человек, который это все суммирует и подчинит какой-то одной идее. Допустим, скрипач, он видит свою строчку. То есть он исходит, скажем, в музыке там, Моцарта или Бетховена, исходя из этой строчки. Хотя, конечно, он получил образование в консерватории и все прочее. Но реально, когда он сидит в оркестре, у него же нет партитуры, у него есть только своя партия. И так и разные партии. А у дирижера есть партитура, то есть он... Это концептуальное значение, да, вот, что он видит весь объем, весь мир, который заложил. И вот идея в том, чтобы вот этих всех музыкантов, все инструменты объединить и создать, или, скорее всего, воссоздать мир, который заложил композитор в эту симфонию. Вот кто такой дирижер. Честно говоря, я не задумывался, почему именно Бах, но это, очевидно, происходит как-то спонтанно, и человек не замечает, когда это именно произошло, потому что Бах для меня – это очень родной человек. Как что значит? Я же Баха воспринимаю через музыку, да? Музыка его настолько современная и настолько глубока и настолько гармонирует, скажем, с моим внутренним миром, что я абсолютно счастлив слушать и днем, и утром, и ночью любую музыку Баха. Ну, есть, естественно, среди них более которые отвечают моему нутру, но в целом вся музыка – это космического масштаба или планетарного масштаба или вселенского масштаба. Это уже фразеология здесь не имеет никакого значения, потому что это величайшее из величайших. С аутентичным исполнением, конечно, я познакомился гораздо позже, чем, скажем, современной трактовкой, потому что я учился в советской школе и в Москве. Понятно, что в то время, там, 80-е годы, еще аутентичной музыки мы не имели возможности так слушать. А вот когда я уже работал, скажем, в Сеуле, вот, я очень много, там у меня была возможность слушать и смотреть, и очень много видеозаписей, и, конечно, и барочный язык,
я выучил, уже будучи профессором в Сеульском университете. В одном университете требовался иностранный дирижер, и там были представлены дирижеры из 5 стран, из 5 разных стран мира, и почему-то меня выбрали. Ну, не знаю почему. Вот я приехал, и как-то вот сразу у меня не было никакого дискомфорта вот в этой стране. Ну, во-первых, страна очень хорошая, страна традиционная, страна, где люди патриоты не на словах, а на самом деле патриоты. И мне очень нравилось, когда, во-первых, идеальная чистота. В огромном городе Сеуле никто никакой бумажки не бросает, но бывает там ветер, если у одного ребенка, там школьника, там, скажем, пакетик из чипсов улетел у него из руки, он не побежал, так идущий мужчина или женщина обязательно возьмет это и положит в урну. Это считается, он получает от этого удовольствие, потому что он считает, что Корея – это его страна, это его дом. Я бы очень хотел, чтобы мы тоже начали вот так относиться к своей родине. Очень чувствуется, более того, наверное, даже более глубоко, чем в Абхазии. А вообще, когда мы говорим о том, что вот мы вот испытали, там каждый народ взять, ну, наверное, есть народы, которые, ну, чуть в большей степени, в меньшей степени, а на самом деле ведь очень много народов, которые, ну, возьмите армян или евреев, корейцев, ну, очень много было трагедий в жизни, и корейцы это как не то, что чтят, может быть, это не то слово, но они большое внимание уделяют тому, чтобы дети не забывали вот эту историю. И это очень важно, очень важно. И это ощущается в их музыке очень глубоко. Вот, в их повседневной жизни, в их, вот, как вам сказать, во всем чувствуется какая-то боль. И что я хочу сказать, вот, как ни странно, очень далекая страна, скажем, Корея, но вот корейцы очень хорошо понимали, когда я говорил о проблемах Абхазии, о проблемах абхазов, да, народа, потому что они тоже испытали вот такие, у каждого есть опыт, и поэтому взаимопонимание было очень хорошее. Вот.
Очень не хотел бы, чтобы у нас все время вот это, мы плакались бы. Войну мы, результат войны мы должны воспринимать очень трезво. Ведь любая война, она же не просто случайно произошла. Абхазия вынуждена была принести жертвы. И к погибшим ребятам, девушкам, всем надо относиться именно как к жертвам. Это то, что от нас ушло в иной мир. Мир, в котором мы почти не разбираемся. Почти нет у нас никакой информации, кроме как там веры, кроме как догадок, что вот так там может быть. А мир, который мы не знаем, лучше не трогать по возможности. Вот. Поэтому вспоминать обязательно нужно каждый год, каждый день. Но мы всегда должны знать, для чего эти жертвы были даны. Для того, чтобы мы плакались все время? Или все-таки для того, чтобы мы жили дальше? Жалко, если жертвы были даны для того, чтобы у нас было абсолютное непонимание вообще. И просто вот как физически существовали, мы здесь строили гостиницы, ходили в рестораны, покупали машины и так далее. Но ведь ценность жизни не в этом заключается. Да, материальный мир очень важен. Важен. Стакан, конечно, это важно. Но смысл стакана, то есть материального начала, только в том, что в стакан можно что-то налить, чтобы наша душа развивалась дальше, чтобы мы познавали дальше, что такое жизнь. Вообще, для чего я послан на эту землю? Наверное, не для того, чтобы на хорошей машине ездить. Поэтому страна души. Так вот мы и возвращаемся к тому, чтобы это страна души. Это страна духотворчества, то есть все люди, не только абхазы, а Апсура, должны заниматься все народы, минимум, которые живут в Абхазии, ну и желательно, естественно, на всей планете.